Львиная доля аплодисментов досталась последнему спектаклю Камаловского театра «Без витрил», поставленном Георгием Цхвиравой по пьесе Карима Тинчурина о моральном беспокойстве и состоянии представителей разных сословий в эпоху исторических катаклизмов. В течение недели в Москве трудилось свыше 100 земляков. Это артисты, административный ресурс и работники художественно-постановочной части. Действительно, театр Камала и Малый театр уже связаны нитями долгих лет. Большое спасибо Юрию Мефодичу за его прием. Творческий отчет казанцев перед искушенной московской публикой – это демонстрация творческого почерка зрелых и молодых режиссеров, актеров разных поколений и драматургов. Впервые в этом году в Бахрушинском музее столицы состоялось открытие выставки «История татарского театра в лицах и плакатах». Знаменитый театральный музей впервые увидел афиши первых труп «Саяр и Нур», рабочего театра СЧ и передвижного театра от начала 20-го столетия до наших дней. Впервые в истории театра мы смогли как-то приоткрыть занавес, показать вам то, что нашу коллекцию, какие у нас афиши, которые отражают жизнь театра на протяжении вот этих 100 лет. И видите, здесь меняется графика, меняются языки, меняется страна. Обменные гастроли, отсчет которых ведется с 2006 года, продолжится в сентябре 2017 года, когда Малый театр привезет свои спектакли, еще не показываемые казанской публике. Одно бесспорно – это встреча с корифеями сцены, знакомыми по кино и телепроектам. Яркая и темпераментная Людмила Полякова запомнилась по взрывной роли в фильме «Каникулы строгого режима». И вот это третье тоже, когда он уже, Сережа стоит с этим бидоном, все это, я говорю, в смысле, все у нас хорошо закончилось, все, я довольна, все это, значит, на следующий год в лагерь на весь срок. Ладно, все, пока-пока. Просто на репетицию. Дмитрий Пиаваров, телеканал «Эфир». Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».